Ченсук Эдуардович, что у нас сейчас происходит на топливном рынке? Расскажите мне. На текущий момент мы ожидаем внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации, в результате которого мы получили проблему. Около 34 вагонов с нефтепродуктами у нас все еще простаивают на границе и не могут быть ввезены. Вот. По нашим данным от наших коллег, проект документа лежит у премьер-министра Российской Федерации на подпись. Суббота. Значит, в постановлении правительства Российской Федерации, я правильно понимаю, будет внесено изменение, в соответствии с которым мы завезем оплаченное топливо. Те, кто проплатил, завезут оплаченное топливо. Правило, которое установлено российской стороной об исключительном праве Роснефти, оно остается после этого? Да, единственное уточнение, Аслан Георгиевич, речь идет не о проплаченном топливе, которое в бочках, а задекларированном до 22 декабря. Кто сейчас подает топливо? Каких компаний заправки работают на сегодняшний день и кто не работает? По нашим данным, на сегодняшний день работают заправки РН Абхазия, Апсына Ойл, подорожник, и одна заправка компания Азит, которая обслуживает. А другие не работают, потому что нет топлива или в чем дело? Да. Нет топлива, да? Топливо, которое они ожидают, находится на... У них закончилось топливо, они не могут работать. Понятно. Есть такая возможность, вот мелкие компании, которые занимались, это и не Азит, и не Алхан, а другие, там, у кого одна заправка, две, их очень много, они имеют возможность приобрести в Роснефти здесь, на их складах, и с тем, чтобы их заправки работали, потому что у граждан тоже возникают вопросы, это можно сделать или нельзя? Теоретически такая возможность есть. Значит, если такая теоретическая возможность есть, завтра она должна быть воплощена в практику. Оббежите, свяжитесь и скажите, будут обращаться к ним мелкие оптовики, чтобы они им продавали. Никаких там скидок, понятное дело, наверное, не будет, но сам факт. На этот период. Ясно все? Да. Завтра вечером доложите о том, как обстоит дело с этим вопросом. И подготовьте материал у всех игроков на топливном рынке. То, что задекларировано, и то, что на выпуск готовый объем, это одно, а то, что оплачено, каждый из них пусть напишет, какая там разница. Этот вопрос тоже надо будет каким-то образом решать, им оказать в этом содействие. Мелкие оптовики, желающие работать, договоритесь с Роснефтью или с Апсына Ойл, неважно с кем, с тем, чтобы они им отпускали нужные объемы. Как обстоят дела у нас с обеспечением электроэнергии республики? Что у нас на сегодняшнем этапе? С воскресенья был утвержден график отключений по 4 часа в сутки. Вот. Сегодня эти отключения должны закончиться у нас, и с 0 часов при поступлении социального перетока из Российской Федерации бесперебойное энергоснабжение будет обеспечено. Также на совещании обсуждали проблему незаконной добычи криптовалюты и критически низкого уровня собираемости оплаты за электроэнергию.